Добро пожаловать на квест «Сила мозга. Энергия наших возможностей». Я рада, что представилась мне возможность быть вашим преподавателем в нашем совместном приключении. Знакомьтесь, это наш мозг. Современные исследования позволили установить, что синхронизация работы полушарий качественно улучшает работу в целом. Мышление, память, внимание и даже интуиция переходят на совершенно новый продуктивный уровень благодаря синхронизации. Итак, немного фактов. В 1981 году американский нейрофизиолог Роджер Сперри в своем исследовании установил, что если мы в процессе обучения используем технологии синхронизации работы полушарий, то продуктивность обучения увеличивается в десятки раз. Вдумайтесь, в десятки раз. И за это исследование Роджер Сперри получил Нобелевскую премию. Тематика звучала следующим образом: межполушарная специализация мозга. Для того, чтобы еще раз вас мотивировать на то, что синхронизация работы мозга и навыки, которые позволяют синхронизировать, еще раз вас зажечь за этими занятиями, расскажу вам историю про Альберта Эйнштейна. Он был невероятно гениальным среди своего поколения. Когда 18 апреля 1955 года он умер, его кремировали в тот же день. Но врач, проводивший вскрытие Эйнштейна, отошел от его просьбы, не трогать его тело. Он изъял его головной мозг, взвесил, сфотографировал, разделил на отдельные фрагменты, залил формалином и спрятал на полках патологоанатомического отделения. Благодаря такой халатности у ученых представилась возможность исследовать головной мозг гения Эйнштейна. Удивительно, вес его мозга составлял 1230 граммов. У обычного человека в среднем составляет 1400 граммов. Это удивило ученых, и они стали искать, в чем же особенности и отличия головного мозга Эйнштейна. И оказалось, что главное его отличие – это мозолистое тело. Мозолистое тело – это скопление нервных окончаний, которые позволяют обмениваться информацией между левым и правым полушарием. И заметьте, что у Эйнштейна мозолистое тело было ярко выражено в разы больше, чем у обычного человека. И, возможно, как раз благодаря этому процессы синхронизации были на порядок выше, чем у обычного человека. Если представить у обычного человека связь между левым и правым полушарием, то это как канат. Если представить у Альберта Эйнштейна, то это широкий большой мост, который позволяет работать с полушарием одновременно и очень быстро. Скажите, пожалуйста, вы хотите научиться синхронизировать работу полушарий своего головного мозга? Но еще одна небольшая история. Возможно, вы знаете, что Леонардо да Винчи был амбидекстром. То есть он прекрасно владел левой и правой рукой. Соответственно, левое и правое полушария головного мозга развиты были одинаково. И, возможно, это тоже послужило фактором его гениальности во многих сферах. Но дело в том, что он родился леворуким.
и в течение своей жизни целенаправленно тренировал и левую, и правую руку. Возможно, благодаря этому мы сейчас с вами, потомки, наслаждаемся результатом его деятельности. Ну что, мои дорогие, заинтересовало? Продолжаем дальше. Факты налицо. Синхронизация полушарий головного мозга позволяет прокачать головной мозг, позволяет улучшить нашу с вами продуктивность. Об этом говорят работы Роджера Сперри, который получил за это Нобелевскую премию. Об этом говорят исследования головного мозга, бывших при жизни гениальными людьми. Возможно, сейчас у вас уже возник самый простой вопрос. Что же сделать для того, чтобы повысить синхронизацию работы наших полушарий? Что сделать для того, чтобы включить на полную катушку мышление, память, интеллект, интуицию? Ну что, дорогие мои, приступим всего лишь к небольшим упражнениям. Сегодня серия этих упражнений будет включена из 5 упражнений. Приступаем. Первое упражнение. Большим и указательным пальцем беремся за противоположную мочку уха. Большим и указательным пальцем беремся за кончик носа и медленно переставляем руки. Пока в самом начале, дорогие мои, делаем медленно. Когда вы понимаете, что у вас все хорошо получается, скорость увеличиваем. Молодцы! Надеюсь, что это упражнение не вызвало каких-либо затруднений. Переходим ко второму упражнению. Упражнение второе называется гриб-поляна. Одна рука в вертикальную позицию, кулак сжимаем. Другая рука с развернутой ладонью находится горизонтально. Меняем позиции. Каждый раз рука, которая находится в вертикальной позиции, сжимается в кулак, в горизонтали с раскрытой ладонью. И увеличиваем скорость. Отлично, молодцы! Переходим с вами к третьему упражнению. Итак, соединяем большой палец и указательный палец на одной руке. На другой руке соединяем большой палец и мизинец. Вот у нас получается вот такая позиция. И мы ее меняем. Сначала делаем это медленно. Прислушайтесь к себе, что у вас происходит внутри, не только с пальцами. И постепенно увеличиваем скорость. Молодцы! Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение называется пистолеты. Соединяем мы с вами указательный и средний палец на одной руке. На другой руке соединяем безымянный и мизинец. И меняем позицию. Скорость в последующем увеличиваем. Скажите, вам ведь будет удобнее просто делать вот так, синхронно. Но при этом, когда мы делаем синхронные движения, только срабатывает одно полушарие, ведущее полушарие. Если вы правша, то срабатывает
работа левого полушария. Когда наши движения несимметричны, пусть даже элементарно в пальцах несимметричны, мы не включаем, а формируем нейронную связь между левым и правым полушарием. Ну что, мои дорогие, переходим к пятому упражнению. Пятое упражнение называется «Замок и ключ». Позиция одной руки вот такая, позиция другой руки вот такая. И у нас с вами получается замок и ключ. Мы медленно меняем. Сначала делаем все медленно. Затем постепенно скорость можно нарастить. Молодцы! Я очень рада, если вы со мной вместе сделали эти упражнения. Отлично! Но такой нюанс. После того, когда вы эти упражнения уже делаете легко и просто, эти упражнения нужно будет усложнять. Друзья, эти упражнения позволяет гармонизировать и синхронизировать работу полушарий головного мозга, улучшает работу гипофиза, гипоталамуса, мозжечка. Если вам, в принципе, эта тема интересна, на канале Просвет мы продолжим нашу серию «Сила мозга. Энергия наших возможностей» и предлагаем темы на выбор. Первая тема – диагностика асимметрии полушарий. Что вам для этого будет необходимо? Вам необходим будет чисто лист бумаги, ручка или карандаш. И займет в среднем 3-5 минут. И вы о себе узнаете много интересного. А прежде всего об особенностях асимметрии работы ваших полушарий. Следующая тема – усложненное упражнение для синхронизации полушарий мозга. Мы сегодня с вами разобрали 5 упражнений. Это одни из самых простых упражнений. В последующем необходимо усложнять для того, чтобы сформированная вами новая рефлекторная дуга, рефлекторный путь усложнялся и обрастал рефлекторной сетью. Следующая тема – техника рисования левой и правой рукой одновременно. Да, такие техники существуют, и как раз-таки эти техники позволяют синхронизировать и гармонизировать работу левого и правого полушария. Вам для проработки этой техники необходим лист бумаги, 2 ручки или 2 карандаша. Следующая тема – это техника переключения полушарий благодаря движущим кадрам. Эти движущие кадры, возможно, вы уже видели, но самое главное не просто проанализировать, куда движется балерина по часовой стрелке или против часовой стрелки, а самое главное, чтобы заставить увидеть себя, движение балерины как по часовой, так и против часовой. Таким образом мы сможем с вами научиться переключать полушария. То максимизировать и включать одно полушарие, то переключать на другое противоположное полушарие. Следующая тема – это техника ассоциативной памяти. Как можно запомнить любую информацию? Возможно, это касается имени людей. Возможно, это касается изучения иностранного языка. И мы с вами совместно разберем, как эту технику использовать для запоминания любой информации. Следующая тема – это 10 приемов для раскрытия суперспособностей мозга или всех мнемических способностей, включая мышление, память и внимание. Что для этого нужно? Как отказаться от сомов? И вообще, что такое сомы? Как спать
все же самый продуктивный сон – это какой сон? И что сделать для того, чтобы из краткосрочной памяти информация перешла в долгосрочную память? И так далее. Как питать головной мозг? Какие просто микроэлементы необходимы для головного мозга? Мы с вами разберем конкретно эти 10 приемов. Итак, дорогие мои студенты, дорогие друзья, если, еще раз повторяюсь, если вам эта тема интересна, пожалуйста, пишите комментарии, отметьте ту тему, которая в большей степени вызвала у вас интерес. И, пожалуйста, еще прокомментируйте, насколько легко и просто вам были даны эти упражнения, и насколько легко и просто вы эти упражнения выполнили. Или вы можете написать, что первое, второе, третье упражнение вы сделали легко и просто, а вот с четвертым и с пятым возникли сложности, и вы до сих пор оттачиваете как раз-таки выполнение четвертого и пятого упражнения. И, пожалуйста, сейчас вы видите на экране контактные данные. Отвечу на ваши вопросы или через мессенджеры, или, пожалуйста, можете написать мне на почту. Всего хорошего, хорошего дня и до новых встреч!